아들이야 정말 야벤 루소도 예배 외대가게 인도 남발행이야. 되네. Почему-то я слышу английский вместо тибетского. Как бы там ни было. Прежде всего я хочу вас всех тепло поприветствовать. Всех монахов и монахинь. И поприветствовать всех тех, кто слушает эту интернет-трансляцию в Дharma-центре. Где же тибетский? Ладно, как бы там ни было. Вчера мы говорили о 6 даршанах, 6 школах. И сегодня я хочу говорить о 62 воззрениях, других воззрениях, которые развились в Древней Индии, кроме как древних 6 даршан. И это то, что мы называем небуддийские школы. И сегодня мы закончим говорить о других брахманистических традициях. В общем, сегодня английский на всех каналах, похоже. Да, 지단기 가져야다. 떠죽 타베 총의 뒤급 선물에 뒤급 뒤급이야. 또去제당 민주니 챙게 링이 충분했어. 다 르지디 가라서 점수세. 브라마나 점수세. В целом, мы можем говорить о том, что в то время было два вида последователей религии. Те, кто следовал ведической религии, те, кто следовал тому, чему учили веды, и их называли в основном брахманами. Именно брахманы, они верили в веды и практиковали то, что было написано в ведах. О, чудесно! Появился тибетский на тибетском. Чудесно. Итак, продолжим. И вторые последователи духовной традиции, они назывались шраманами. И шраманы в основном практиковали то, что было написано в Упанишадах. Они оставляли свой дом. Они жили за счет сбора подаяний. И они свели, как сказать, они не оставались на одном месте. То есть они постоянно переходили с места на место. То есть они были такими блуждающими аскетами. И они с раннего возраста они отказывались от любых удовольствий жизни, отправлялись в лес, где они практиковали йогу и строгие аскетические практики как способ познать смысл жизни и достичь освобождения. И практики,
которым посвящали себе себя эти практики шраманы. Это была довольно суровая аскеза. И все это они делали для того, чтобы обрести смысл жизни. И почему были люди, которые практиковали традицию шраманов? Дело в том, что в то время было очень много различных воззрений, много разных мирозрений. Имело место, происходили очень большие изменения, и все это помогло сформироваться духовной традиции шраманов. И еще один практический аспект возможности практиков шраманов. Дело в том, что, как я уже говорил, в то время люди были довольно хорошо жили, то есть у них было достаточно еды, и поскольку Индия — это очень жаркая страна, и если еду сразу же не употребить в пищу, то она испортится. Поэтому эта еда должна была либо выбрасываться, и поскольку если ее не выбросить, то она испортится и будет непригодна в пищу. И поэтому обычно остатки пищи либо выбрасывали, либо отдавали тем практикующим, которые приходили со сбором подаяний. То есть, если приходил какой-то духовно практикующий, то ту пищу, которую в другом случае, в обратном случае, просто бы выбросили, ее отдавали такому практикующему. И поэтому люди отдавали эту пищу без жадности, и было довольно легко таким образом жить путем сбора подаяний. И поэтому было много таких аскетов, блуждающих, путешествующих практиков, которые постоянно переходили с места на место. Это то, что называется блуждающие аскеты. Это был такой как бы новый способ жизни блуждающего аскета. И тогда жить такой жизнью блуждающего аскета было не так сложно, но в этом была своя определенная романтика. Поэтому даже дети из богатых семей, которые ни в чем не нуждались, они уходили из семей и жили за счет сбора подаяний, посвящая себя духовному пути и отправились в поиски истинной природы и истины. И поэтому эта традиция сформировалась таким образом. Если мы взглянем на это с точки зрения века философии, говорится, что в этот век философии, в этот период получили развитие довольно много различных философских течений, и среди них выделялись 6 даршан, 6 основных школ. Кроме того, расцвет достиг буддизм и джайнизм. И именно об этих традициях мы знаем из оставшихся, дошедших до наших дней текстов. Однако о других традициях нам намного меньше известно, поскольку их тексты, основополагающие тексты, не сохранились. И
И именно поэтому индологи, то есть те, кто посвящает себя исследованию древнеиндийских традиций, они особо ценят эти 6 даршан, 6 основных школ, поскольку они могут опереться на их тексты, основополагающие тексты, и они анализируют эти тексты с различных точек зрения, под различным углом. И вследствие этого анализа всех этих школ, учеными они стали называться 6 ортодоксальных школ. Это как бы новое название, на самом деле это не старое название. Обычно их называют 6 даршин. И надо понимать, что в то время, в век философии, был, если вы спросите, а было ли лишь эти 6 школ, было ли какие-то другие школы? И в старых буддийских писаниях упоминается 95 различных воззрений. И были последователи этих 95 воззрений. Также в буддийских текстах говорится о том, что было 62 ложных воззрения, так называемых ложных воззрений, и последователи этих 62 воззрений. И у нас нету каких-то надежных источников, чтобы описать эти воззрения, то есть довольно мало источников, на которые мы можем опереться. Нету каких-то особых манускриптов, рукописей, которые бы это описывалось. Однако, и поэтому тяжело описать, чем они являлись. Однако эти 62 воззрения описываются в сутре, который называется Брахмаджала Сутанта Цампедра, сутра сети Брахмы. И в этой сутре описываются все эти 62 воззрения. Там буддийский текст, буддийская сутра, она входит в Никаю, Дикха Никаю. И все 62 воззрения описываются в этой сутре. И поэтому эту сутру, сутру сети Брахмы, можно считать источником, на котором мы можем видеть, что представляли собой воззрения те 62 воззрения. И эта сутра, она принадлежит к палийскому канону, то есть это Дикха Никая, либо Никая длинных сутр. Это палийский текст, и его нету в этом виде в тибетской традиции. Однако это Брахмаджала Сутанта, она входит в Дикха Никая. И также говорится, что она также существует на китайском, была переведена на китайский. Дошла до наших дней на китайском. И это очень уникальный источник, чтобы узнать, понять, чем были 62 воззрения. И это очень ценный ресурс для их исследования. Я искал аналог этой сутры в тибетском каноне. И в
в Кангюре, в разделе Сутры, есть сутра под названием Сутра Сети Брахма. И в разделе Сутры есть очень много сутр. Там есть сутры Колесницы Основы, сутры Махаяны. Не все смешаны в этом разделе Кангюры. И поэтому многие из этих сутр, на самом деле, они принадлежат к Шравакаяне, Колеснице Основы, а также сутру Махаяны. И это, когда мы говорим о сутрах Колесницы Основы Шравакаяны, то это сутры, которые были переведены на тибетский с языка Пали. И поэтому, возможно, это та же самая сутра. Я не сравнивал их, однако, возможно, это та же самая сутра, которая содержится в палийском каноне, но на первый взгляд похоже, что это одна и та же сутра. И поэтому можно утверждать, что эта сутра сохранилась как в южной, так и северной буддийской традиции, и поэтому можно считать ее надежным источником. И сейчас я хочу кратко объяснить, представить эти 62 воззрения. И эти 62 воззрения можно разделить на две группы. Это 18 воззрений о том, как началась Вселенная или возникла Вселенная, и 44 воззрения о том, какой будет конец Вселенной. Всего их 62, 18 и 44. Итак, сначала я хочу рассказать о 18 воззрениях о начале Вселенной. И сначала можно говорить о том, что эти воззрения принадлежат к этерналистическому воззрению. И они считают, что Вселенная истинно существует, и Создатель истинно существует. Каким образом они приходят к такому утверждению, что были существа, выдающиеся существа, которые достигали высокого уровня медитативного сосредоточения, то, что называется дьяна, и они могли видеть великого Брахму, как это называется, что великий Брахма не умирает, и они считали, что великий Брахма является постоянным. И перерождение существ на бесконечном существовании переходит из жизни в жизнь. Это постоянное, этот процесс никогда не прерывается. И поэтому они могут видеть, что существо, которое живет сейчас, оно жило в прошлом, они могут видеть продолжение перерождения какого-то существа. И в силу своего ясновидения. И поэтому они делают утверждение, что все является вечным, что все существует вечно. И что эти существа, они бесконечно перерождаются, переходят из жизни в жизнь. Поэтому утверждается, что они вечные. И это с помощью такого ясновидения они могут видеть, что
Брахма считается постоянным, и все его проявления и создание, то есть все, что он создал, также является постоянным. Каким образом они достигают развития такого ясновидения? Благодаря практике шамадхи, практике однонаправленно сосредоточенной. Они считают своей владыкой великого Брахму. И Брахма всегда там, он никуда не исчезает, он всегда пребывает. И поэтому Брахма считается вечным, он никогда не умирает. И великий Брахма является вечным. Однако, в отличие от воззрения, согласно которому его существа также являются вечными, противники этого воззрения считают, что хотя Брахма является вечным, его творения являются не вечными, являются временными. Поэтому среди этих воззрений есть различия. То есть это этерналистские воззрения этернализма, однако среди них есть различия. Различия в том, чем является Брахма и чем является существо. И то есть сначала первая группа считает, что Брахма вечный и творения вечные. Другие говорят, что Брахма вечный, но творения не вечные. Еще другое отличие. Некоторые считают, что не все существа одинаковы, что некоторые существа отличаются, они являются вечными, другие являются непостоянными. Следующее воззрение касается конечного и бесконечного. Итак, есть не буддийские мудрецы, как я уже сказала, они обладают ясновидением. Почему? Поскольку они посвящают себе практике шамадхи, медитативного сосредоточения, достигают дьяны, и затем могут видеть конец мира. И они видят век разрушения Вселенной. И когда они видят то, как Вселенная разрушается, так же ясно, как мы видим что-либо. И то есть с помощью ясновидения они видят, что Вселенная будет разрушена. И также они видят, как Вселенная возникает снова, и так Вселенная разрушается и создается снова. То есть они не видят, они не обладают полным всевидением, но они обладают ясновидением, то есть они видят какой-то определенный промежуток времени вперед, какие-то кальпы вперед. И они видят о том, что мир разрушается и снова создается. И поэтому они ищут конец Вселенной. И когда они смотрят вниз, они говорится, что когда они смотрят вниз, они видят конец Вселенной. И также смотрят вверх и видят ее начало. То есть это образно называется так. И это то, как это объясняется, что когда они смотрят в адские миры вниз, они видят конец мира. Когда они смотрят в миры богов, они видят, что конца нет, это бесконечно. И что они видят создание мира, когда смотрят вверх, и когда они смотрят прямо, то они видят, что мир бесконечен. То есть такие три разных вещи, которые они видят с помощью ясновидения. Следующее, следующее воззрение касается таких вопросов. Есть ли благо, если не благо? И они
И, и также, если негативные поступки, и когда их спрашивают, есть ли благо, если не благо, то они не дают ответа на этот вопрос. И поскольку и ответ, который они дают, это я не откажусь от божественного воззрения. Я не откажусь от богов. И они не дают прямого ответа на вопрос, есть ли благо, либо не благо. Как бы там ни было. Следующая группа, это группа воззрений, которая отрицает существование причины. И они говорят, что нету причины и следствия. И поэтому они говорят, что тело и ум возникают без какой-то определенной причины. Они возникают просто в силу случайности. Итак, то, что я сейчас описал, это различные воззрения о том, что есть начало. И среди всего, что я сказал, выделяется 18 воззрений о 18 воззрений о том, что есть начало Вселенной, о том, как все началось. И следующее — это 44 воззрения о том, что будет в будущем, будет ли конец. К примеру, что будет в будущем, когда я рожусь снова? У меня будет тело, или у меня не будет тела, либо у меня будет и не будет тела одновременно. Либо у меня... Некоторые считают, что у меня будет тело, но не будет ума. Другие говорят, что у меня будет только ум, но не будет тела. Либо не будет ни тела, ни ума. То есть все вот эти 4 альтернативы. Либо тело, либо ум, ни тело, ни ум, либо и тело, и ум. То есть эти 4 возможности, что будет в будущем. Кроме того, вопрос о том, что грядет в будущем: удовольствие, либо страдание. Как страдание, так и удовольствие. И либо же я не буду испытывать ни удовольствия, ни страдания, ни счастья, ни страдания. Так эти 4 альтернативы. Кроме того, они задаются вопросом, чем является эта самость, то есть является ли она отдельной, является ли она слитой с чем-то, является ли она бесконечной и так далее. И, то есть здесь идея о том, что сознание будет продолжаться после смерти, и другие воззрения, которые говорят, что сознание не будет продолжаться. И также вопрос о том, будет ли у меня тело. То есть одни отвечают, что у меня будет тело, но не будет ума. И затем... И поэтому... И также другие утверждают, что будет ли у меня восприятие или нет. Они говорят, что восприятие будет существовать после смерти, другие говорят, что не будет. И таким образом есть различные вопросы, что будет касательно тела и ума в будущем. Затем следующее — это 7 воззрений отрицания, нигилизма. И они говорят, что есть различные типы людей и богов, боги мира желаний, боги мира форм и боги 4 уровней мира без форм. И говорится, что когда эти существа умирают, то на этом и приходит их конец. Они не продолжаются более.
И затем следующий вопрос — это возможность освобождения. Возможно ли освобождение в этой жизни на уровне достижения первой дьяны, второй дьяны, третьей дьяны, четвертой дьяны? И является ли это состояние блаженным или нет? И считается, что те, кто достиг четвертой дьяны, они достигли освобождения. И это очень краткое описание всех различных воззрений, которые выдвигались среди этих 62 воззрений. То есть среди них были мыслители, которые не хотели давать ответы на определенные вопросы, те, кто давал уклончивые ответы, также те, кто выдвигал воззрение об отсутствии причины, те, кто выдвигал гипотезы о полном исчезновении, уничтожении после смерти и так далее. И эти все воззрения мы можем более детально рассмотреть на примере 6 не-буддийских учителей Древней Индии. Итак, я хочу сейчас рассказать об этих шести учителях. Во время Будды говорится о том, что были 6 очень известных не-буддийских учителей. И я думаю, что вы знаете, вы слышали эти имена. Однако, возможно, вы не слышали о том, что я говорил перед этим, о 62 воззрениях. Однако об этих не-буддийских учителях довольно много говорится в сутрах. Кроме того, они часто вспоминаются в восхвалении деяний Будды, что Будда победил, либо преодолел все этих 6 учителей в дебатах, в диспутах. Итак, эти 6 учителей, говорится, что они жили вокруг Раджгира в Индии. То, что называлось древней Раджагриха, современной Индии Раджгир, и что у них были ученики, что у них было окружение, они учили, проповедовали и таким образом собирали учеников. Это похоже на то, как сейчас монастыри собирают монахов, например, отправляются в Гималайский регион и там привлекают новых монахов для монастырей. Точно. И они собирали таким образом учеников для своих последователей. И их поддерживал царь Аджаташатру. И Аджаташатру, он интересовался философией, философским воззрением, поэтому в своем дворце он собирал различных учителей, проповедников, и они дискутировали с друг другом. И у нас появился, не знаю какой язык, на канале тибетском. Сейчас я им скажу, чтобы они его выключили. Пропал. Чудесно. Сегодня проблемы со звуком. Итак, есть одна сутра, она также лежит к той же Никае, палийском каноне, и эта сутра называется «Сутры плодов духовного пути». И в ней довольно подробно описываются эти 6 учителей, но в них не упоминается учение джайнов. И эта сутра важна для исследователей. Почему?
потому что это единственная сутра, в которой описываются эти 6 учителей довольно подробно, их учение довольно подробно. И эти учителя также упоминаются в тибетских писаниях, тибетских буддийских писаниях. К примеру, когда есть текст под названием Виная Васту. Это один текст из категории Виная, монашеской дисциплины. В ней упоминаются эти учителя. Однако эти тексты Виная считаются более поздними текстами. Поэтому, как обычно, ученые ищут самый ранний источник, и поэтому для них такое важное значение имеет эта сутра плодов духовного пути. Поэтому ученых интересуют не все тексты, их интересуют самые первые источники, поскольку они исследуют, когда был этот текст создан, когда он был записан, каковы версии этого текста и так далее. Поэтому не все тексты, которые, допустим, мы считаем словом Будды, ученые считают принадлежащими категории слова Будды. Мы считаем это так, что если текст содержится в каноне, то это слово Будды. Однако ученые, они ищут подтверждение этому. Они ищут упоминания об этом тексте в других текстах. И только когда они проверяют автентичность такого текста, они соглашаются с тем, что это сутра слова Будды. И поскольку это сутра о плодах духовного пути, она считается сутрой, потому это очень важный источник. И в этой сутре, сутра о плодах духовного пути, она сохранилась также на китайском, и она сохранилась на пали, поэтому она сохранилась в обеих традициях, и в северной, и южной. И поэтому это текст, который находит подтверждение того, что она автентична. Подождите минутку, у меня проблемы с презентацией. Итак, первый учитель — это учитель по имени Пурана Кашьяпа. Он говорил о том, что убийство, а также кража, неверное сексуальное поведение приводит к страданию. То есть это такое нигилистическое воззрение, которое говорит, отрицает то, что неблагое поведение приводит к страданию, а благо приводит к счастью. И он отрицал таким образом карму, причины и следствия, возможность достижения состояния архата и так далее. Это первый был Пурана Кашьяпа, второй это Макалия Госала. И Макалия Госала, он был скептиком, то есть он, подобно Кашьяпе, он утверждал, что нету практики щедрости
И также нету блага, нету неблагих поступков, также нету созревания блага и неблага, нету богов, нету истинно существующих существ. То есть такое скептическое, нигилистическое воззрение. Затем следующий, это третий ученый. Так, если вы Итак, третий учитель — это Аджита Кеша Камбала. Он говорил о том, что в момент смерти элементы распадаются, и на этом все исчерпывается, нету будущих жизней. То есть этот учитель Аджита Кеша Камбала говорил о том, что нету продолжения существования после смерти. Следующий — это Пакода Качаяна. И Пакода Качаяна говорил о том, что бессмысленно практиковать путь. Пакода Качаяна говорил о том, что нет смысла практиковать путь, что нет методов практики, и также нету причины, которая может очистить загрязнение. Он также учил тому, что нет причины, которая может очистить загрязнение. Поскольку если нет причины, которая может очистить загрязнение, также нет причины, которая может загрязнить. Это учитель по имени Пакода Качаяна. Следующий — это Санджая Беладипутта. Санджая Беладипутта — это какое-то не очень четкое воззрение в том плане, что он утверждал, что плоды духовной жизни не существуют и не существуют. Следующее — это Нирганта Джнятипутра. Он утверждал, что я сам является пражней, и я являюсь мудростью, и я знаю все, нет ничего, чтобы я не знал, что бы я ни делал. Хожу ли я, сижу ли я, лежу ли я всегда пребываю в медитативном равновесии. И в этом пражня, мудрость всегда передо мной. И он также практиковал много различных восхвалений, создавал много различных ритуалов практики, однако он не так много внимания уделял воззрению. И если мы сравним тексты, которые содержатся в Мула Сарвастиваде, то они похожи с учениями, которые выдвигал Нигранта Джнятипутра. И его традиция не смогла распространиться широко.
어다 드네임 인주산에 Итак, 다 모디 템바 디주 되긴 뉴즈이 되다 아는 공도 시에베기 다 땅의 주주정이 있으라나도 따와 주주정이 뭐 디주 버루리아 핀주 시두르 итак, 지체와 что нам 이강래야 следует 월래야 시야 рассмотреть 모디 следующее. 따와 되다 아니 야와베기 Это сравнить 62 воззрения, о которых мы говорили в начале, с шестью учителями, и также прибавить к ним учения джайнов и буддистов. И если мы сравним все это, то тогда мы можем обрести новое понимание. И главной из школ, которая достигла развития в самом нигилистическом смысле, то есть была наиболее нигилистической из всех, это школа чарваков. И говорится, что их учение основывалось на том, чему учил Нирганта Джнядипутра. И они взяли то, чему он учил, и затем они развили это больше. У меня нету тибетского звука в трансляции. 다에나 디젠장 디수자 마도베기 땜바 신다 디수고 룩디수 아니 치수 잡대 주노 다급 디수상 상계 준비 대급이야 상계 수르 디수나로래 поэтому можно сказать, что учение джайнов, оно основывается прежде всего на том, чему учил Нирганта Джнядипутра. И кроме школа чарваков обрела большое распространение, и затем во времена Будды очень мало было известно обо всех 62 школах. Джайны обрели самое большое распространение, и другие школы, такие, например, как школа Чарвака, и есть диспуты с чарваками и джайнами. И на этом давайте сделаем перерыв на 30 минут. 다디 겁리야 파지 지 떠도 다베 쇼면 겁디 겁와 너치리야 다 양변 봤어. Говорится, что во время, в этот век философии было очень популярным ложное воззрение, самое крайнее воззрение, которое можно также назвать антирелигией. И как возникла эта традиция? Исследователи выдвигают различные мнения по этому поводу. В их взглядах нет единства по этому вопросу. И также не совсем понятно,
Возникло ли это воззрение до буддизма, либо после буддизма, поскольку нету источников, которые бы со всей ясностью свидетельствовали об этом. Это школа, которая называлась Чарвака. Это нигилистическая школа. И это то время, когда буддизм уже активно распространялся. Это то, что мы называем ранний буддизм, время раннего буддизма. И кто основал эту традицию? В буддистских текстах говорится, что основатель школы Чарвака это мудрец по имени, в переводе с тибетского его имя означает, его звали Девагуру. И говорится, что он отправился к асурам и он преподавал им ложные воззрения для того, чтобы запутать их, и чтобы они не вредили богам. Это такая, скорее, мифическая история. И также говорится, что Дева Гуру был известен под другим именем Брахаспати. Дева Гуру, либо Гуру Дева. И буддисты называли его Дева Гуру. Преимущественно это то имя, под которым он известен. Также эта школа называется Чарвака, а также можно сказать, что это такая школа гедонистов. То есть они наслаждались благами этой жизни, они не заботились о будущей жизни. Все такое гедонизм, наслаждение тем, что существует здесь и сейчас. И поэтому на китайском эта школа называется, в переводе, тот, кто наслаждается этой жизнью. На тибетском эта школа называется Гьямпэмпо, что в переводе на санскрит будет Локаята. И причина, по которой она так называется, в переводе это означает «та, что шла далеко». Она ушла далеко в своих крайних воззрениях, поэтому она называется Гьянпэмпо на тибетском. Говорится, что в школе Чарвака есть две ветви. Первая — это та, которая развилась с помощью медитативного сосредоточения дьяны, а вторая — та, что развилась с помощью интеллекта. И они различаются в своих утверждениях касательно прошлой и будущей жизни и освобождения. Школа, ветвь, которая развилась на основе дьяны, дхьяны, говорится, что есть прошлое и будущее жизни, но нет освобождения. А Чарвака на основе интеллекта говорит, что нет ни прошлых, ни будущих жизней и нет освобождения. И их главный текст называется Чу Раджая Шрипатра. И кроме того, главным текстом
Чарваков нету как бы цельного текста, даже названный перед этим, он не сохранился. Однако есть сохранившийся текст в фрагментах. К примеру, на тибетском есть комментарий Камалашира на Татвам Самграху. И в Татвам Самграхе говорится о Дева-гуру, говорится о его воззрении. Также есть автокомментарий Чандракирти на Мадхьямака Аватару, и в нем тоже упоминается Дева-гуру. То есть такие упоминания об этой школе присутствуют, однако, собственно, их тексты, они до наших дней не дошли. Как бы там ни было, школа Чарваков считается самым крайним воззрением, и буддисты считали это самым худшим из всех воззрений, и небуддисты также считали воззрение Чарваков считали самым худшим, наихудшим из всех воззрений. К примеру, в трактате Мадавачари, которым я упоминал вчера, Сарвадаршина Самграха, краткое изложение воззрений, в котором он изложил последовательность школ, насколько они близки либо далеки от истинного воззрения Вед, и Чарвака там занимает первое место как то, что дальше всего от воззрения Вед, истинного воззрения. Также были ученые, которые утверждали, что Чарвака даже и не является философской школой, что они, по сути, просто материалисты, гедонисты, которые заботят лишь проблемы этой жизни, они даже не задают философские вопросы. И были те, кто утверждал именно таким образом. И тем не менее, каковы же были утверждения школы Чарваков? Они говорят, что истина лишь то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы воспринимаем. Нет никакого опосредованного восприятия. Истина лишь то, что мы воспринимаем непосредственно. Кроме того, они говорили, что сказали, что 4 элемента — вода, земля, воздух — существуют истины, однако они возникли без всякой причины, нет никакого Бога-творца, Бога-создателя. Они просто возникли без особой причины, сами собой, в силу случайности. И Чарвака входит то есть Чарвака, она попадает в группу нигилистических воззрений, которые описываются среди 62 воззрений. То есть все аспекты нигилистического воззрения, они все содержатся в Чарваке, поскольку это самое крайнее нигилистическое воззрение. До нас дошла одна песня Чарваков, в которой они сами признают, что они отрицают все. И в то время возникло много традиций, однако Чарвака, они просто делали собственные утверждения, никак не вступали в особые диспуты с другими, не обсуждали свои воззрения с другими школами. И тогда, как другие школы искали какие-то логические обоснования своим утверждениям, Чарваки просто делали какие-то утверждения без особого логического обоснования.
И поэтому воззрение Чарваков считается самым худшим воззрениями того времени. Однако поскольку это воззрение, хотя это воззрение считалось самым худшим в то время, парадоксально, но сейчас большинство людей верит именно в то, во что верили Чарваки. И это это воззрение, которого придерживается большинство населения Земли в наше время. Поэтому, если мы захотим понять, возникла ли у нас, произошла ли эволюция нашего философского зрения, либо деэволюция, то регресс, то на самом деле кажется, что это регресс, поскольку сейчас большинство людей придерживается воззрения, которое раньше считалось наихудшим из всех воззрений. Итак, что же говорится в этой песне Чарваков? В нем говорится: нету богов, нету окончательной цели освобождения, нету абсолютной природы. Также нету будущих жизней, нету никаких божественных миров, нету кармы, причины и следствия. Бессмысленно проводить ритуалы и делать подношения. Нету нужды раскаиваться и очищать негативности. Почему делаются подношения? Лишь люди, которым нечего делать, они делают ритуалы, чтобы как-то заполнить свое время. Когда делаются ритуалы, когда в жертву приносятся животные, это жестокости. Однако те, кто подносит животных, говорят, что эти животные переродятся среди богов. Однако, если это так, почему вы не будете убивать своих животных? Не только своих животных, но и своих родителей? Спрашивают Чарваки. Также подношение предкам. Все ритуалы для предков, сожженные в пище, которая, как считалось, удовлетворяет предков, умерших предков. Чарваки спрашивали, в чем смысл таких ритуалов? Если таким ароматным дымом можно насытить ваших бабушек и дедушек, тогда зачем носить с собой провизию, когда вы отправляетесь в путешествие? Поскольку если предков можно удовлетворить подношением дыма, то и вас можно удовлетворить подношением дыма, говорят Чарваки. Кроме того, делается так много подношений богам, и считается, что эти подношения вкушают боги. Если бы это было правдой, тогда если человек, который живет наверху, на верхнем этаже, если на нижнем этаже человек делает подношение, то может ли автоматически тот, кто живет на верхнем этаже, вкусить это подношение? Не может, поэтому это лишь заблуждение. Это можно сравнить с коронавирусом. Итак, к примеру, сейчас коронавирус, и когда карантин, люди не могут выходить на улицу, они заказывают пищу, доставку пищи.
Например, ваш сосед с верхнего этажа заказывает какую-то еду, означает ли это, что вы также ее получаете? Если бы подношения работали, тогда еду можно было просто положить на нижнем этаже и на первом этаже, и все бы этажи автоматически насытились. Примерно это говорили чарваки. Они говорили, нету будущей жизни, поэтому наслаждайтесь тем, что есть сейчас, поскольку поэтому делайте все, что хотите. Все, что вы хотите, делайте сейчас. Если вы хотите одолжить у кого-то деньги и наслаждаться жизнью, то делайте это. Ешьте самую вкусную еду, какую только можете, носите самую хорошую одежду. Почему? Потому что, когда ваша жизнь завершится, это конец, ваше тело сожгут, либо закопать под землю. И уже некому будет отдавать ваши долги. Будущей жизни не существует. Тот, кто умирает, сознание не продолжается, говорили чарваки. Если бы после смерти сознание могло отправиться в другой мир, тогда зачем? Зачем оно будет возвращаться ради умерших родственников? Если сознание после смерти может отправиться в другой мир, зачем оно будет приходить сюда, чтобы посетить своих близких и родных? Это все выдумка, говорили чарваки. И, кроме того, ради умерших мы тратим столько денег. В чем смысл этого? Это просто уловки хитрых брахманов, которые пытаются заработать на этом. Кроме этого, кроме уловок брахманов, это не имеет никакого смысла. Кроме того, те, кто создали Веды, это ужасные боги, ужасные духи. Это те, кто собрались вместе, эти все жуткие боги и духи, и они написали Веды. То есть те, кто создали Веды, и те, кто пропагандирует Веды, все они ужасные. Боги и брахманы, все они хитрые, ужасные. Поэтому практиковать все это бессмысленно. И вместо этого лучше наслаждаться жизнью, делать, что приятно. И не так ли это, кажется, то, о чем многие с чем многие соглашаются сейчас? Это то, что большинство людей делает. То есть то, что ты хочешь, дорогую машину покупай сейчас. В будущем непонятно, что будет, как освобождение. А об освобождении вообще никто не думает. В будущей жизни в это тоже никто не верит. То есть то, как сейчас люди думают, и то, как утверждали чарваки, очень похоже. И в индийском обществе того времени воззрение чарваков считалось ужасным, то, что выходило за любые ограничения. Однако сейчас это то, как думает большинство населения нашей планеты. И, в общем, люди того времени, они... Говорится, что такие воззрения чарвак, они были распространены довольно долгое время. Например, есть подобная история в Махабхарате. Говорится, что одного царя стал захвачен демоном, и он отправился. Это был брахман, который стал, как сказать, захвачен демоном, и он отправился на битву, он выиграл, и затем, когда он вернулся, то он повсеместно начал распространять ложные воззрения. И считается, по законам того времени, если брахман делал что-то подобное, то в результате его казнили. И по этой истории в Махабхарате именно это и произошло.
И хотя это лишь история в Махабхарате, возможно, в этой истории есть прототип, что в то время был похожий случай того, кто распространял такие ложные воззрения. И это краткое изложение школы чарваков. И следующее — это джайны. Джайнов на тибетском часто называют школа нагих. Однако их основное название — это Гьялбаба, джайны. Я объясню позже, почему их нельзя называть школой нагих, как обобщенное название. Итак, джайны. Многие ученые говорят о том, что религия джайнизма и буддизм начали распространяться примерно в одно и то же время, что они возникли примерно в одно и то же время. А другие ученые говорят, что возникла первая, и затем возник буддизм. Другие ответили, что буддизм возник первым, а джайнизм развился внутри буддизма. То есть это такой модифицированный буддизм, либо вид буддизма. Таким образом, есть различные позиции касательно этого. Кто же был основателем джайнизма? И опять есть два мнения по этому вопросу. Большинство ученых считает, что основателем джайнизма является Ниржгранта Джнятипутра. Он употребляется в буддийских писаниях, в которых описываются небуддийские воззрения. Однако, как считают сами джайны, то они считают, что их основателем является Вардамана Махавира. И именно Махавира является основателем буддизма. Вардамана Махавира, он изображается таким образом, как вы видите на слайде. Он очень похож на Будду, не так ли? Поэтому многие люди путают учителей джайнизма и буддизма и считают, что основателем джайнизма считается Будда. И когда они видят изображение Махавира, они думают, что изображен Будда, поскольку одежда его очень похожа на буддийские одежды. Итак, Вардамана Махавира, его жизнеописание очень похоже на историю Будды. Говорится, что когда ему было 29 лет, он покинул свой дом и начал практиковать духовный путь, и затем он провел 12 лет в практике, после чего достиг уровень джина, либо победителя, того, кто преодолел все омрачения. И после того он провел 30 лет, развивая свою систему учения, собирая людей, учеников и даруя им учение. И именно так возникла религия джайнизма. И на санскрите джайна берет свою... Это то же самое, что джина, то есть тот, кто является победоносным над омрачениями, то это религия победоносных, джайнизм. Они также часто зовутся нагими аскетами в связи с тем, что в джайнизме выделилось две ветви, одни из которых ходили нагими, и поэтому это именно то имя, которое известно в тибетской традиции. Говорится,
В буддизме говорится, что сначала был учитель по имени Ниргранта Джнятипутра, который учил Дharме в Вайшале. И тогда в Вайшале главной религией был именно джайнизм. А затем, когда он умер, его ученики разделились на две секты. Они разделились и создали две традиции, которые постоянно воевали друг с другом. Они конфликтовали и боролись друг с другом. И это подробно описывается в Дирга-агаме, в этих длинных сутрах, а также в сутре под названием Пасадика-сутра, свободные от загрязнений. То есть в этих двух источниках описывается этот конфликт между двумя направлениями джайнизма. Как я уже только что и сказал, что после смерти основателя джайнизма между его последователями возник конфликт. Говорится, что сначала это был небольшой конфликт, но в результате он привел к расколу, и джайны разделились на две группы. И этот окончательный раскол имел место примерно через 200 лет после возникновения джайнизма. И как же они раскололись, как джайнизм раскололся. Говорится, что в то время правил царь Чандрагупта. Это был первый правитель династии Маурьев. Он правил в Магадхе. И в то время в Магадхе был очень большой голод. И один из предводителей джайнов, которого звали Бадрабаху, он увел своих последователей из Магадхи в Карнатаку, на юг Индии. В связи с этим голодом они ушли далеко в Карнатаку, тогда как другие джайны остались в Магадхе. И они записали джайнистские трактаты, провели совет всех джайнов. А затем говорится, что те джайны, которые ушли в Южную Индию, в Карнатаку, они вернулись. А когда они вернулись, то когда они вернулись в Магадху и воссоединились с группой из Магадхи, то они очень сильно отличались от группы Магады. То есть, во-первых, они отличались своими одеяниями. Их одежда была совсем другой. В чем было различие? Джайны Магадхи утверждали, что необходимо носить белые одежды. Тогда как те, кто пришел из Карнатаки, говорили, что одежду носить не нужно. Нужно ходить нагими. То есть главный их вопрос был, носить ли одежду, либо не носить. Быть ли нудистом, либо не быть. Быть ли нагим, либо не быть. Это было главное противоречие. Те, кто утверждали, что необходимо носить белые одежды, они стали называться Светамбара. А те, кто говорили, что необходимо ходить нагим, они назывались Дигамбара. Итак, это вторая группа. Группа Дигамбара говорили, что у Нигранты не было жены, а Светамбара говорила, что у Нигранты была жена и даже была дочь. И они также спорили по этому вопросу. Также, в отличие от Дигамбары, Светамбара утверждала, что женщины могут достичь освобождения, тогда как Дигамбара утверждала, что женщины не могут достичь освобождения. То есть такие противоречия возникли между ними. Однако
Дигамбара и Светамбара, они признают один текст как своим коренным текстом, то есть они согласны по этому вопросу. Этот коренной текст насчитывает 50 томов, и сохраняется две линии передачи этого текста. И половина всех учений джайнов на санскрите, а вторая половина на разговорном пракрите. И позже джайны, они приняли много буддистских учений, буддистских идей и включили их в свои учения. И похоже, что такова была ситуация с джайнами. В целом, писание джайнов и время, когда эти писания были созданы, это примерно 1 век нашей эры. Это то, когда все писания были завершены. Это был расцвет и распространение буддизма. И поэтому между джайнами и буддистами есть много сходного. И это похоже, что джайны взяли много идей из буддизма и включили их в свое учение. Если мы взглянем на тексты джайнов, то часто можно подумать, что это ветвь буддизма. Очень легко перепутать эти две традиции, потому что эти писания очень похожи. Однако и до наших дней дошло довольно много писаний джайнов, и в связи с этим возникает вопрос, является ли сохранившееся учение джайнов изначальными учениями основателей джайнизма, поскольку все эти тексты были созданы позже, гораздо позже, и поэтому трудно утверждать, каковы были изначальные учения основателей джайнизма, каковы были их воззрения. И другой вопрос, как относятся джайны к ведам. И говорится, что джайны похожи на буддизм в том, что они не признают веды, они не являются ортодоксальной ведической школой. И главное, что отличает ортодоксальную школу, то, что они признают авторитет вед. Кроме того, подобно буддизму, джайны отрицают наличие существования Бога-Творца. И нету высшего Бога Брахма, нет какого-то всемогущего Бога. А в том, что касается их философии, то в философии джайнизма есть большие отличия. Очень сильно их философия отличается от философии буддизма. И на самом деле буддизм — это совершенно отличная философия, тогда как у джайнов очень много идей, которые подобны с философией самkhya. К примеру, это утверждение самkhya о Пуруше и Пракрити, двух изначальных принципов Пуруши, Пракрити или Прадана. Джайны признают это также. Также джайны большой акцент делают на аскетической практике, тогда как в буддизме аскетизм считается
таким уж важным, главным является срединный путь. Это еще одна особенность. И поэтому джайны отличаются от 6 даршан, 6 ортодоксальных школ. И похоже, что они похожи на мост между ведическими школами и индуизмом. Поскольку, с одной стороны, джайнизм похож на буддизм, с другой стороны, он похож с ведическими учениями. И поэтому он где-то находится между буддизмом и индуизмом. И поэтому это очень особая школа среди всего пантеона индийских религий. Кроме того, у джайнов есть понятие триратны, трех драгоценных. Однако эти триратны отличны от Будды, Дharмы и Санхи. Для них триратна — это мудрость, правильная мудрость, праджня, это вера и верное поведение. Что такое праджня, мудрость в их объяснении? Это то, что отличает истинную природу от того, что не является природой. Это то, что различает природу от неприроды. Что такое истинная вера? Это преданность вере учителю и отсутствие любых сомнений в Писаниях. Нельзя сомневаться ни в одном слове Писания. А истинное правильное поведение имеет 5 аспектов. Прежде всего, это ахимса, либо ненасилие. И у джайнов ненасилие, ахимса — это самый главный аспект поведения. И они достигли такого уровня практики ненасилия, который большинству людей очень трудно достичь. Махатма Ганди, который считается лидером движения ненасилия, то в его работах очень много цитат и упоминаний о джайнизме, поскольку джайны, для них ненасилие ахимса является таким важным. Итак, ненасилие — это первый принцип правильного поведения. Второе — это то есть первое — не убивать, второе — не воровать, третье — говорить правду, четвертое — это брахмачарья, то есть целибат. И последнее — это то, что называется апариграха, что означает непривязанность к вещам, то есть непривязанность к чувственным удовольствиям, ко всем обычным наслаждениям. И это то, что включается в 5-й аспект апариграхи — непривязанности к вещам. И это очень краткое описание религии джайнов. И таким образом я рассказал вам в целом о ведах, о философии, ведической философии и других школах. И начиная со следующего дня, послезавтра, мы с вами будем говорить об буддизме. У нас осталось 4 дня учения, и за эти 4 дня я попытаюсь как можно полнее объяснить вам истоки буддийской традиции, однако я не буду спешить. Если я буду спешить для того, чтобы начать говорить о тайной мантре, то это будет препятствием для правильного, верного изложения буддизма. Поэтому я не буду спешить. Я детально объясню вам, прежде всего, о истоке буддизма. Именно об этом послезавтра я буду говорить.
디 상기 좀된 데기 Главный 거치볼 вопрос, 디뇨르 связанный с этим, это в каком 야 веке 너럽기 учил Будда. 로주시에 윤주산 디 뇨르다디 여버리시디 뒤지고 뇨르다디 Это 여버리시 не только 가르에서 야기 вопрос 개방하면 буддизма, 야미 디지 это вопрос, 로주산에 который часто возникает в 로지마 истории 그야 Индии, как вы 로주가 уже 산 видели, 돈한 셈도 что проблема 지- датирования 다 это очень 마하바라다 проблематично, 서버디스 поскольку 로주 древние индийцы не 임베서로 룽 записывали 임베서로 даты. 다 되는지 냠스지 Например, 너룽다 미룽다 Махабхарате. 가다 강가로 냠도 지세시 В Махабхарате содержится 딱 오늘 로중원의 인스 смесь 바바깔라 하고 싶지 историй, 그러봐. мифов. 가리, И трудно выделить 로주 что-то, 원의 о 차가리 чем в ней говорится как 똑수 действительно 셰베 차가리 история. 다 Что 야와시 является 아깔라 하고 история? Что 싶지 является историей освобождения? Что 다는 является 이제 мифом? 개방하면 это очень 전시 тяжело 냥아게 냥아야 различать. 오시 강가로 응원해도 그렇지 무슨도 그렇지 베디 수념 더 보시 지시도 강가로 응원해 인사를 삼사로 지시서라 Они 드린 были 인사는 очень 계획이 искусны 안 в поэзии. 다 Поэтому, когда мы читаем 가르지마에 가르자바에 시에서 아깔라 하고 싶지 этот вид литературы, то кажется, что именно 드린 так и было, 인사는 поскольку это поэзия очень живая. 야학로 И 심주체의 в 깔에 этом заключается 탕슈 сложность. 심주 생긴 좀 권나셔디 И 딱 로즈일 토디스한테 самым наиболее самым сложным для 우리 исследователей 당과로 древней 지다는데 Индии это определиться 골 с 무조슈고 알지 датами. 주지 Они 양대기 похожи, что не 타이네 могут 우린 это 가제 땅에 ударить 마다네 себя по голове 무조슈네 молотком, 마시네 поскольку 에고 로주 이제메디 터지스게 야마 они не могут дать ответа на 데베 로주비 вопросы. 나로래 야 Поскольку они 짤로는 будут себя лупить по голове 야나마도지 молотком, все равно даты Андрей, не станут очевидными и известными. 다자고 때문에 Поэтому это главная проблема древней истории Индии. Мы не знаем, когда, что произошло. И есть много различных взглядов по поводу того, когда 해봐 집이 나로 учил Будда. 상계 좀 Даже среди нас, тибетцев, забудьте о Белоруссия других есть, да. традициях, но в Почти тибетской традиции, когда они 균게지야 говорят, 먼저 они 균게지 обсуждают 다 디즈 버룰이야 даты 개발을 паринирваны 로 Будды, когда он 가시에는 умер, ушел в 로 паринирвану. 야샤 В 가시 тибетской традиции 다 동사 выделяется 연하면 하고 7 или 8 봤는데 야샤 뭐지 различных 개발해야 돼 дат. 로 징이지 로 Те 죽장한테 различия 개발되는 в 로 датах, 야샤 это не 개발 пару лет, это столетия, то есть 다들 века 생긴데 좀 могут, 강갈로지 на века могут 지금 отличаться 닝이외 된게 те 생이외 된게 даты, которые называются. 강갈로지 가르쳐다 지 И все эти 그런 утверждения, 루규도 они 나로래야 широко известны 가락한 и 섬들이 уважаемы. 생년라 유외 된게 그냥 인주산 И 다들 말해서라고 주네 지깔하고 это 다 레즈라고 주네 известные ученые, 다 근데 지 которые утверждают 뭐좀 это 두든지 в 용어 말하다 тибетской, 그런 древнетибетской 미지 истории. 다자가 때봐 Тибетские 그런 истории. 미지래 때 중배 규주리 예. 찍마도 지금 니더 숨들이 영시가 말아 봐 И это один человек, 인주산 он 디균센 мог 때네 родиться 다디 несколько скалаха고 раз, и 다이면에 딱 나간 он жил какое-то определенное время. 어다 드네르 И 비치다 드린 это сложный вопрос. 삼서지 Это 샤나 то, о чем 다 드린들이 я буду говорить 민세기 послезавтра. А сегодня я хочу на этом 짬그 고마 остановиться. 之前多지상 아주 사제 고마 뭐지 공기에는 중가로 차리기 위해서 Сегодня 안에 день 고마를 рождения 비치 Сакья 군주의 Дрезина 내 Ринпоче. 오늘 다 이제 어지 체제 휴학 고급 충분해 안 나는 좀 아주 예. 배주 말음 걸리냐 고마를 비치 배지 Я 안 상월이야 получал посвящение от Сакья Дрезина Ринпоче. Сакья Дрезин приезжал на Кагью Малам. Он нам всем даровал учение и посвящение. Мы обладали 고마를 비치 большой удачей получить их, поэтому сегодня я хочу воспользоваться 딩이 아주 этой 사르선데 возможностью, 안된 되는시에는 чтобы 지를 지금 прочитать молитву о долголетии 때버리미 Сакья 기부터 Дрезина 하면서 무슨 Ринпоче. 샤야 돼. Речь идет о 아무것도 предыдущем Сакья 고마를 Дрезине. 비치 또 샤스는 Ринпоче. 아주 따뜻한 세슈 대백 И когда мы будем читать эту молитву, нам Да? следует думать о том, что мы 기름인데 посвящаем ее всем мастерам, чтобы все мастера жили долго. Среди всех мастеров тибетского буддизма Сакья Дрезин один из величайших мастеров. 아는 신기 И также 제바칠레 돈의 с точки зрения 간지차네 얘는 истории 지한다면서 라마 차디가 и его активности, 뒤지 샤베테 это очень особенный учитель. Поэтому мы хотим, чтобы он жил долго, чтобы его активность процветала, и это будет способствовать процветанию тибетского буддизма и принесет благо всем существам. Поэтому сейчас давайте прочтем молитву
Долголетие Сакьятрин Зина Римпуче. Покажите текст. Есть русский перевод с прошлых Кагьямаламов. Сейчас, минутку, сейчас я попробую найти русский перевод с Кагьямаламов. Так, Кагьямалам. sa jian gong ge ze bie chang nian jian ti jian xue ge ge bo sa jia ke yuan ge zhen ba duan ba wei si or so gen ge men du wei chi le san bie wang ge ge bo dar se wan jia wai le la ge wei ze ba Sina zhawe xiba de da ge yong sui gen ba chabe gen zin ben zhuro san bi zem ro da sun ba du ye do ji xiang wan mi su ji ge gen ba do yo me den yu ru ji 哪个是算的？嗯。我不是前面中的白白也，俺玩跟个冬日之面，啥钱公干这边常年间，提前去给不啥家。去给人把多把月子，或者说给我们的月之类。三别忘记给我打字我叫我来来给月子吧。新那这位西巴的大给用水给把这边给人。便知道三别怎么了打算把对也多些将我秘书。给把多有没定个罗节。不是前面中的白白也，俺玩看给顿句前面，啥钱公干这边常年间，提前去给不啥家。开源给人把多白为是，或者说给我们的为之类。上边忘给不打字。叫我来来叫月在吧，是那这位西班的大给用水给把这边给人，便知道上边怎么了打算把对给多些上外秘书，给把多样面点就如记。